действительно, я хотел сказать, что сейчас происходит революционные изменения в биологии, в том числе, собственно, в генной инженерии. И так как здесь большое количество присутствует людей, так или иначе завязанных на экологии, очень важно грамотно понимать, что происходит, потому что очень много существует лишних, абсолютно бессмысленных страхов по этому поводу, которые вами, активными людьми, могут эти страхи превращены в реальные препятствия для развития науки. Поэтому две вещи я хотел сказать. Первое, это, собственно говоря, какие интересные изменения происходят в генетической инженерии, что дает нам представление о нашем ближайшем будущем, и какие есть у этого ограничения. И второе, это такая банальная прикладная вещь о том, что такое ГМО, то, что уже существует, многократно производится в мире, и почему их не стоит бояться. Так как у нас сокращенный вариант, я, наверное, расскажу о второй части. Если какие-то будут, может быть, вопросы, можете задавать по-быстренькому. То есть рассказать общее изменение не успею. Давайте поиграем в небольшую игру сейчас. Так, 10 букв. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 10 букв. Так вот, 11 букв. Ну, будет 11 букв, не важно. Значит, как вы все из школьного курса знаете, мы состоим из двух частей. Все живое состоит из двух частей. Это материя, то, что мы видим, да, и информация. Материя строится по информации, по генетической информации, которая, в принципе, тоже можно разделить на две части. Генетическая информация — основной жесткий диск, на котором все записано. И в этом жестком диске записана в том числе операционная система, или так называемый эпигеном. То есть геном — это жесткий диск, эпигеном внутри — это операционная система, так же как Windows. То, как работает, используется эта информация, определяет вот эта операционная система. И сейчас мы можем менять и саму последовательность в нужных местах, и, соответственно, вносить изменения в эпигеном, то есть менять параметры этой операционной системы для того, чтобы жизнью управлять, скажем так, живыми клетками. Так вот, основной код записан 4 буквами: А, С, Т, Г. Да? Вот. И теперь мы поговорим немножко, значит, о том, что такое ГМО. Я сейчас вот так вот сделаю. И напишу случайные изменения. И сюда его положу. Ваша задача — предлагать мне сейчас варианты, какую букву вы хотите заменить на одну из любых 4. Вот номер и на что вы ее хотите поменять. Сейчас пообъясните, зачем. Кто хочет любую первую букву? 7 на что? 7 на С. Дальше. 4Г. Да, кстати, если буква уже заменена, то ее можно заменить еще раз. Неважно, можете опять кого-нибудь перепиливать. А я хочу обратно. Давайте. Дальше. 3А. 4С. Вот, на самом деле, чудо случилось, девушка угадала. Но, на самом деле, я уже один раз играл в такую игру с публикой, и мы тут долго до конца вот так не могли угадать тот вариант, который я до этого случайно написал, да? Это всего лишь 10 букв. Наш геном записан человеческий в 3 миллиардах букв, да? То есть 3 гигабазы. Или, переводя код, глубину кода компьютерного, это 49 мегабайт. Потому что глубина кода разная. И, соответственно, вот для того, чтобы произошло вот это изменение, которое, например, соответствует изменению какого-то свойства организма. Например, помидор стал краснее, больше, вкуснее, не знаю, что-нибудь в таком духе. Из 10 букв вы уже сделали 1, 2, 3 случайных замены. Так работает эволюция, так работает ускоренная эволюция, которая происходит при селекции, когда селекционер отбирает какой-то признак. Растение случайно мутирует, доходит до какого-то мутации, которая приводит к изменению признака внешнего, да, то есть вот стал помидор вкуснее, и он это растение забирает. Все, что здесь до этого произошло, остается. Да? Теперь, я не буду уже, чтобы экономить время, писать заново, но как работает генная инженерия? Я возьму вот это А и поставлю сюда С. Скажите, в каком варианте, вот в этом варианте или в этом варианте больше неопределенности?
В нижнем неопределенности больше, в селекции намного больше неопределенности. То есть происходит того, что мы не знаем, что произошло, мы не знаем, какие, может, алкалоид какой-нибудь стал вырабатываться помидором или еще что. Соответственно, на каком основании тогда возникает боязнь генно-инженерных продуктов? Почему, ну, к примеру, про сельское хозяйство тебе, да? Почему, допустим, вот такого помидора боятся больше, чем вот такого? Оснований нет. Более того, я вам скажу, огромное количество сортов, которые выведены нормальным селекционерским способом, селекция очень медленный процесс. Надо ускорить ее. Ускоряют очень просто. Берут, либо облучают бешеными дозами эти растения, семена, либо, чтобы мутацию ускорить, либо, собственно, мутагенами химическими воздействуют, соответственно, тоже ускоряют мутацию, увеличивают количество вариантов для селекционера, чтобы у него было что выбирать. По этой причине очевидно, что генная инженерия – это более такой хирургически точный, направленный процесс, в котором мы можем создать организм, который с теми свойствами, которые нужны. И вот сейчас как раз я очень коротко про те изменения, которые нас наше будущее, значит, будут озарять. Это значит, сейчас, может быть, все слышали, на слуху даже в ненаучной сфере такая система CRISPR-Cas9, которая у бактерий была открыта и позаимствована, и, соответственно, сейчас используется для очень точных, прецизионных изменений в геноме, и более того, для точных, прецизионных изменений в операционной системе, то есть в эпигеноме. То есть можно активировать или подавить активность одного, нескольких генов и так далее. Соответственно, инструментов для генной инженерии стало больше, и хотелось бы сразу представить, что сейчас произойдут какие-то революционные изменения, там все что угодно мы сможем сделать, но нет. Есть большая другая сложность. Гены между собой взаимодействуют. Геном — это вот очень глубокий код. То есть 49 мегабайт записаны мы. Каждая клеточка — это офигенно сложный механизм, просто очень сложный механизм. Каждая единая клеточка. А тут еще это все в организме объединено. Все это еще и развивается во времени. Огромное количество координатных линий, по которым все вот это дело сложно, запутанно, организовано. Настолько сложный код, что человек пока понятия не имеет, какие конкретные изменения чаще всего вносить, чтобы получить конкретный результат. Редкие отдельные случаи, которые используются и в медицине, и в сельском хозяйстве и так далее. В большинстве своем нет, в этом ограничение. Но инструмент мы в руки, вот гаечный ключ, не знаю, ножницы, которые хотим порезать, мы получили очень хорошие, буквально 3 года назад. Соответственно, уже занимаемся вовсю, в том числе и здесь, в Сыктывкаре. Соответственно, ваши вопросы все. Да. Есть вопросы? Да, пожалуйста. С места можно и громко. Вот в первом случае внизу, Да. человеку помогает сама природа. Она не соединит гены так, как оно не положено. А вверху вы вмешиваетесь в эти законы, и дальше может получиться мутированно, не спрашивая, без его участия. Вот поэтому я предпочитаю продукты с Очень хороший комментарий, вопрос, да. В любом случае, любое это изменение, это мутация, ну так или иначе, да, просто немножко неправильное понимание, что это мутация. Но вопрос справедливый. Но как отбирает это природа? Как это происходит не в селекции, подчеркиваю, а в реальной жизни вообще? Как травка меняется, эволюционирует и так далее. Выживая, остаются только те варианты, которые способствуют жизнеспособности травки. То есть, чтобы эта травка или помидорчик жил в этих условиях лучше. То, что в нем появится алкалоид, если там какой-нибудь, что кто-то его съест и подохнет, извиняюсь, травке наплевать, эволюции наплевать. Остается только ее жизнеспособность. Когда человек отбирает по селекционерскому признаку, да, то есть мне нужно, чтобы помидор стал больше, он берет только размер один больше. Что там внутри изменилось еще, ему тоже, он просто этого не видит, ему тоже наплевать. Поэтому количество изменений реальных становится намного больше. И, к сожалению, вот этого природосообразности, ее как бы, она не такая ласковая, как она звучит, эта природосообразность. Природа думает о себе, каждый организм думает о себе, грубо говоря, если так ставить. Не о том, кто его будет есть. Спасибо, давайте поаплодируем нашему лектору.